Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Садитесь. Василий Владимирович – директор средней школы номер 1. По сумяшчальніцтву настаўнік рускай мовы і літаратуры. Вучні педагога паважаюць і любяць крэатыўныя заняткі, незвычайныя заданні і асабісты падыход. Василий Владимирович – профессионал своей справы. Учителем хотел быть с 1 класса, глядя на свою тетю, она была учителем начальных классов. Думал, вот буду начальные классы, учителем начальных классов, а потом уже с класса 7 решил, что учителем русского языка. Педагогам, коллегам виднее, на своем ли я месте, внутренние ощущения мои, да, что я люблю то дело, которое я делаю, поэтому я думаю, что все получится. Школа немаленькая, зараз у ёй атрымоўваюць веды 799 вучняў. Сам Василий Владимирович вучыўся ў сельскай школе Ваўкавыскага района Гродзенскай вобласці. Пасля універсітэта працаваў у Ваўкавыску, потым у Лебедзеўскай школе Маладзечынскага району, 10-й гімназіі нашага горада, затым у 14-й школе, а пасля заняў дырэктарскую пасаду в установе адукацыі пад нумаром 1. В целом, если говорить про учителя и отдельно про директора, то мне кажется, что здесь пересекаются все-таки руководство коллективом, как ученическим, так и педагогическим. В принципе, это одно и то же, потому что нужно определенную систему, чтобы была выстроена работы. Значит, поэтому мне кажется, что любой руководитель и учитель в том числе, он должен быть гибким однозначно, он должен быть мобильным, современным, то есть должен быть современный взгляд на вещи, которые происходят, потому что мир меняется и меняются тенденции в образовании, поэтому, как говорят теперь, молодежь на волне, нужно быть на волне. Тот учитель, который проявил вообще мне любовь к предмету, вообще к педагогической профессии, Чеховская Татьяна Ивановна, но, к сожалению, сегодня уже ее нет. Это человек, который я всегда вспоминаю с теплотой, потому что для меня это образец учителя, наверное, вот я стремлюсь к тому, чтобы стать как она, по отношению к детям, по отношению к своей профессии, на пути, скажем так. Літаратура для Василия Владимировича не просто дисципліна. 3 гады запар ён займаецца літаратурнай адукацыяй і па-за межамі сваёй школы. Сумесна з Мінскім абласным інстытутам развіцця настаўнік распрацаваў стратэгію павышэння цікавасці дзяцей да чытання. Бо менавіта чытанне – аснова любога прадмета. Распрацаваныя прыёмы і метады ўжо распаўсюджваюцца некаторымі выдавецтвамі і укараняюцца ў педагогіку Рэспублікі Беларусь. Малады педагог двойчы лепшы настаўнік вобласці. У 2014 годзе Гродзенскай, у 2017 Мінскай. Дети любят, коллеги поважают. Это мар абсолютно любого директора. На посаде кіраўніка Василий Владимирович нядаўна свои обовязки и задачи ведае, але выконвае заўсёды больш, делятся с нами супрацоўнікі школы. Василий Владимирович, кроме того, что очень креативный учитель, он еще очень грамотный руководитель. Вот он на своей должности всего лишь 2 месяца с хвостиком, а уже заслужил уважение не только педагогов, но и родителей, законных представителей, учащихся. И вы знаете, очень приятно, когда звонят по телефону, и вот, допустим, директора нет в кабинете, я случайно поднимаю трубку и слышу такие слова благодарности директору, что вот он только пришел и уже столько сделал для детей. То есть пообещал и сделал. А мне кажется, что одно из основных качеств руководителя – это быть верным своему слову. В нашей школе в этом году появился такой единый девиз, который звучит: «Школа – это территория творчества». И этот девиз придумал Василий Владимирович. Визитной карточкой у него является – это всегда улыбка на лице. Потому что мы у нас теперь в школе и говорим: в школе, в которой смеются, живет счастье. Шлях ад выпускніка універсітэта да дырэктара школы за 10 год здольны пераадолець далёка не кожны. Свой поспех Василий Владимирович тлумачыць проста любоўю да той справы, якой займаецца, і дадае, што толькі ў гэтым выпадку магчыма навучыць, выхаваць і закласці падмурак будучыні. Алеся Ушакова, Александр Еўскі, МКТБ.